Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Сильные идеи для нового времени. В Москве в работе форума принял участие Айсен Николаев. Сколько решений представила Якутия. Тесты для быстрой диагностики коронавируса у бессимптомных носителей создали в России. И 6000 километров пройдены успешно. Настало время испытаний морозом. Автобус на природном газе вышел на линию Вайхали. На форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве Якутия представила 120 идей по 7 направлениям. Форум организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Цель мероприятия – совместное проектирование, сбор и широкое обсуждение идей и проектов, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Как сообщают организаторы, собрано около 15 тысяч инициатив из регионов страны. В рамках секции «Доверие для развития. Вызов века» обсуждалась роль доверия в обществе как одного из обязательных условий социальной стабильности страны. В работе круглого стола принял участие глава республики Айсен Николаев. Порядка 20% валового продукта на душу населения – это как раз приносит экономика доверия. И сегодня очень важнейшей частью экономики доверия является репутационный капитал. И с этой точки зрения действия региональных властей, на мой взгляд, они какие должны быть? Во-первых, конечно же, открытость. Умение работать в открытом обществе, умение быть транспарентным, скажем так, да, оно очень помогает. И, может быть, это как раз и способствует тому, что определенный репутационный капитал появляется. И я думаю, что вот так и надо всем нам работать. Тесты для быстрой диагностики коронавируса у бессимптомных носителей создали в России. Новые тест-системы для использования в лабораториях уже получили сертификаты Росздравнадзора и запущены в производство. Тесты представлены в 4 вариантах. Они позволяют проводить общий скрининговый тест на определение сразу 3 антител. Такой метод является более точным. Анализ занимает всего 90 минут, а наборы для экспресс-тестирования удобны в использовании и безопасны для персонала клинических лабораторий. В данный момент разработчики перешли к стадии производства систем диагностики для широкого применения, сообщает российская венчурная компания. Россияне получат дополнительные налоговые льготы. Так, врачи, получившие временное жилье для соблюдения изоляции в условиях эпидемии, будут освобождены от подоходного налога. Также льготы получат военнослужащие с инвалидностью и работающие граждане, взявшие ребенка под опеку. Эти и другие поправки содержит закон с изменениями в налоговый кодекс, который Госдума рассмотрела во 2-м и 3-м чтениях накануне. Законопроект правительства вносит несколько десятков поправок в налоговый кодекс. В основном они касаются правил исчисления и уплаты различных налогов и сборов. А из программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» исключили возрастные ограничения до 50 лет. Таким образом, воспользоваться программой могут как молодые специалисты, так и медики с большим опытом работы. В текущем году всего запланировано прибытие порядка 150 специалистов, из них более 130 врачей и около 20 фельдшеров. На эти цели выделено больше 270 миллионов рублей. По состоянию на начало ноября текущего года заключено 110 договоров, из них примерно 50 врачей направлены в арктические районы республики. Напомним, весной этого года по решению главы Айсена Николаева выплату врачам по программе повысили до 2 миллионов рублей. На ноябрь месяц из предусмотренных средств было запланировано направление 155 специалистов. Мы направили на сегодняшний день и заключили договора 110, из них 95 врачей и 15 фельдшеров. Что на сегодняшний день процент освоения – это 74,2% освоения финансовых средств на текущую дату. По программе «Земский доктор» приезжающие, прибывающие в села, в поселки городского типа, рабочие поселки получают 2 миллиона рублей, а фельдшера – 1 миллион рублей. Но в малые города с численностью населения до 50 тысяч человек сумма осталась на прежнем уровне. Врачи получают 1 миллион рублей и фельдшера получают 500 тысяч рублей. С введением ограничительных мер все чаще якутяне стали использовать электронные сервисы для оплаты услуг. Преимущественно сайты ПФР, а также для оплаты услуг ЖКХ. Также для удобства населения созданы мобильные приложения. В их использовании разбиралась Полина Долинская.
период введения ограничительных мер в нашей республике самыми часто используемыми электронными сервисами стали такие платформы, как сайт Пенсионного фонда России и ГУП ЖКХ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. И если коммунальщики начали осваивать виртуальное пространство совсем недавно, в ПФР на протяжении 5 лет активного использования успели наладить всю систему взаимодействия с населением. На сегодняшний день, естественно, все государственные предприятия уже оказывают эти услуги в электронном виде. То есть Пенсионный фонд одним из первых начал эту работу удостоверения личностей заявителей. То, что мы эту работу начали с 2015 года, у нас такого роста нету. У нас оно стоит 84%. То есть и в 2019 году, когда мы достигли от всех поступивших заявлений, обращений за государственной услугой Пенсионный фонд, 84% они поступили в электронном виде. Реализация 249-го указа президента России о единовременной выплате семьям, имеющим детей, для Пенсионного фонда выступил как показатель слаженной работы. 90% обращений мы приняли в электронном виде. Почему вот эта вот работа по указу у нас пошла, она была заявительной, да? Потому что в информационных системах Пенсионного фонда нету данных на расчетных счетов, например, мамочек, семей, да? Поэтому вот эта работа была именно заявительной. Работу мы закончили, можно сказать, в республике все получили эти выплаты. ГУП ЖКХ республики сравнительно недавно стал использовать виртуальные платформы для работы по вопросам населения. Тем не менее, значительные результаты уже есть. С момента ввода ограничительных мер на территории Республики Саха-Якутия прирост онлайн-платежей, проводимых через сайт ГУПа ЖКХ и мобильное приложение нашего предприятия, составил 30%. Кроме этого, наблюдается спрос потребителей на онлайн-сервисы Сбербанка онлайн и ГИСа ЖКХ. Также у якутян есть возможность, не выходя из дома и без комиссионных сборов, оплачивать услуги дистанционными способами. На сайте ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, в личном кабинете с помощью мобильного приложения, через платежные системы Сбербанк онлайн и государственную информационную систему dom.госуслуги.ру. Одним словом, созданы все условия для удобства и безопасности граждан. Во-первых, вам нужно знать минимум информации для того, чтобы производить такие оплаты. Достаточно знать лицевой счет, который вы можете также узнать на нашем официальном сайте. Это оперативно. Не нужно создавать толкучки в кассах по приему платежей, которые у нас, кстати, тоже продолжают работать, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы. Но, тем не менее, не выходя из дома, находясь в тепле, вы можете оплатить любые услуги, потребленные, любые жилищно-коммунальные услуги и оставаться в безопасности. Дистанционное обслуживание населения на сегодняшний день – самая актуальная тема. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере – это одна из стратегических задач развития страны на период до 2024 года. Все, что мы можем сделать сейчас – это осваивать новые технологии и шагать в ногу со временем. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. Миноборнауки России утвердила порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу уже в следующем учебном году. Основной акцент на расширении возможностей вузов для приема. Так, к примеру, введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки. Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Данные изменения для вузов означают увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, а для абитуриентов, в свою очередь, расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ. Сдача ЕГЭ – это все-таки стресс для будущих выпускников, будущих абитуриентов, да, и не всегда вот один экзамен может быть сдан хорошо. Если раньше, например, выбор был только вот если я хочу выбрать вот это направление, у меня 3 экзамена, да, то у меня сейчас еще и возможность дополнительного экзамена ЕГЭ, сдав который я имею больше возможностей поступить.
это сделано в сторону абитуриента. Автобус на природном газе, который принял участие в автопробеге из Санкт-Петербурга до Якутии, успешно достиг конечной точки поселка Айхал. Экипаж прошел обучение, и автобус вышел на линию. Как показывает себя новая техника в работе и готова ли она к эксплуатации при низких температурах, узнавала Ирина Балкова. Почти 7000 километров пути, и автобус на газовом топливе уже в поселке Айхал. Вот уже практически месяц он колесит по промышленным объектам Айхальского горно-обогатительного комбината. И, как утверждают водители, пока эксплуатируется успешно. Новенький с логотипами организаторов пробега и спонсоров, автобус стал практически достопримечательностью поселка Айхал. Каждый то и дело норовит проехать на нем. Ну а водитель Александр Долгачев стал всем известной личностью. От любопытных пассажиров не было отбоя. Часами рассказывал о своем нелегком, но интересном путешествии. Ну, запомнилась дорога с Братска до Усть-Кута. Там очень сложные затяжные спуски, подъемы. И в некоторых местах даже приходилось чуть ли не останавливаться, проезжать. Так что автобус слишком длинный и мог зацепиться. И вот в некоторых местах приходилось скорость чуть ли не до нуля снижать и проезжать вот этот вот участок. Ну, интересная дорога. Айхальский ГОК стал некой экспериментальной площадкой для эксплуатации техники на природном газе. Учитывая все плюсы и минусы первого опыта, конструктив двигателя нового автобуса был несколько изменен. На первых автобусах у нас стояли двигатели КАМАЗ газовые. Как бы есть вопросы по их эксплуатации, по ходимости. Здесь мы установили уже двигатели импортного производства, КНР, газовые, ну, которые, как со слов поставщика, говорят, что должны иметь более высокий ресурс и надежность. Впереди долгая северная зима. Готова ли будет техника встретить низкие температуры? Не подведут ли покрышки колес при эксплуатации на технологических дорогах? Покажет время. Ну а пока автобус эксплуатируется в безаварийном режиме. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.